Это актуальное интервью. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Общественная палата республики с самого начала проведения спецоперации на Украине взяла инициативу в свои руки по организации помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Как координирует работу по сбору средств гуманитарной помощи Общественная палата региона? Гостья студии Наталья Кашперская, член Общественной палаты Якутии. Наталья Альбертовна, здравствуйте. Здравствуйте. Как спецоперацию восприняли члены Общественной палаты республики? Да, вы знаете, вообще Общественная палата – это тот самый универсальный инструмент, который создан в каждом регионе Российской Федерации. Кроме этого, есть Общественная палата Российской Федерации, которая, в общем-то, координирует взаимодействие общества и государства. Поэтому все яркие какие-то события в нашей жизни, они, конечно, проходят очень активное обсуждение, различные стадии восприятия в Общественной палате непосредственно. И вот у нас, конечно, все восприняли, как у всех было, определенное шоковое состояние поначалу, после чего именно наша Общественная палата, Палата Республики Саха-Якутия, первой из всех в Российской Федерации проявила инициативу сбора помощи. Но одно это говорит уже о том, что мы это восприняли, в общем-то, очень позитивно, с пониманием ситуации, с пониманием того, что по-другому было просто нельзя. Просто невозможно было, и что наступило то самое время, когда нужно закончить эту 8-летнюю войну. Поэтому основной лозунг, основной тренд, по которому мы идем, и понимание у нас, что мы эту войну не начинаем, мы ее заканчиваем. Поэтому военная операция – это как раз определенный вызов времени для каждого человека, который должен принять для себя какие-то определенные вещи, какие-то сутевые качества должен проявить. То есть сейчас то самое время, когда каждый из нас как лакмусовая бумажка, и он может изменить и свою жизнь, и жизнь своей семьи, и жизнь своей страны. Поэтому, да, это время перемен, время сложное, но для каждого это время возможностей. Мы это воспринимаем именно так, и вот посыл Общественной палаты Республики Саха-Якутия по сбору, по организации пункта приема помощи, он был организован еще в феврале, понимаете, то есть вот в первые же дни буквально. И надо сказать, что итогом вот этой всей работы, конечно, послужила еще большая консолидация членов Общественной палаты. Это я говорю как заместитель председателя Общественной палаты Республики, потому что было организовано дежурство. То есть каждый из нас в удобном для себя графике принимал участие в дежурстве. До позднего вечера мы принимали помощь от жителей Республики Саха-Якутия. Действительно, многие неравнодушные жители Якутии откликнулись на призыв помочь беженцев. Расскажите о примерах бескорыстной помощи от жителей региона. Ну и как вы координируете эту работу? Да, вы знаете, очень здорово было. Мы очень волновались. Мы думали, что нужно будет какое-то время жителям республики для того, чтобы принять эту ситуацию, но нет. Я, конечно, не буду называть весь перечень людей, которые откликнулись, но первый из них был это Анатолий Михайлов, директор стоматологической клиники «Виват», за что ему, конечно, огромное спасибо. Он первый сделал пожертвование, принес вещи необходимые, маски там и прочие вещи. Ну и, конечно, я бы хотела отдельно отметить предпринимателей. Предприниматели – это тот народ, которых я считаю героями. Ну, именно от их усилий, от их работы зависит наша с вами жизнь и качество этой жизни, уровень этой жизни. Поэтому они очень хорошо чувствуют ситуацию, как правило, и вот они очень хорошо откликнулись на эти призывы. Ну, кроме этого, конечно, бюджетники, то есть вся бюджетная сфера, насколько это было возможно, конечно, оказали помощь. И отдельное спасибо я бы хотела сказать частным лицам, людям, бабушкам, подросткам, которые приходили, сначала узнавали, в чем есть необходимость, и только потом приносили уже. И я хочу сделать акцент на том, что мы не собирали подержанные вещи, либо то, что не нужно дома, что накопилось на балконе, нет. Это были все новые вещи с фабричной упаковки, с ярлыками. И в итоге у нас получилось 2,5 тонны
ящиков, коробок, хорошо упакованных, где были книги, игрушки новые, где была одежда, обувь, где были всевозможные вещи первой необходимости, бытовая химия, которые были направлены в Москву. И здесь, кстати, тоже очень сложный момент, и вряд ли бы мы справились одни, потому что подключились общественные палаты других регионов, которые помогли вот этот груз транспортировать, и председатель нашей общественной палаты Республики Саха-Якутия Николай Бугаев сам лично встречал этот груз, то есть чтобы быть уверенным, что он дошел до адресатов. Вот, поэтому очень здорово получилось. Еще раз мы подчеркиваем, что консолидация всех усилий всех жителей республики, она дает вот такие волшебные проекты, они случаются. Каждый из членов общественной палаты является экспертом в разных областях. Вы общаетесь со многими людьми. Как общественность воспринимает проводимую спецоперацию? Да, вы знаете, вопросов сложных очень много, согласитесь. Вот таких сложных, может быть, где-то кажется неудобных, но тем не менее, конечно, все члены общественной палаты, так же, как и все жители Республики Саха-Якутия, пользуются, по сути дела, одним источником. Это центральное телевидение, да, различные каналы, это интернет. И вроде бы информация поступает для всех одинаково, но мы с вами понимаем, что живая беседа, она никогда не заменит пыльного экрана монитора, либо экрана телевизора. Поэтому, конечно, общение, обсуждение, живой диалог, он очень важен. Именно поэтому в нашей республике большинство членов общественной палаты проявляет и такую инициативу. Если есть в этом необходимость, мы встречаемся с различными коллективами, с различными общественными объединениями и организациями, для того, чтобы обсудить, что вообще происходит в нашей жизни. Вот, например, на моем счету, я как боевой летчик считаю свои звезды, да, у меня уже больше 1300 человек. Тех людей, с которыми я с февраля беседовала, разговаривала, отвечала на их вопросы. И здесь, знаете, даже может быть не столько важно объяснять, что это необходимо, сколько где-то ответить на сложные вопросы, почему так происходит. Где-то, может быть, подсказать, как отличить фейковую информацию от достоверной. И это очень важно, в этом есть необходимость и потребность. Ну а сегодня, обращаясь к зрителям актуального интервью, я бы, конечно, хотела сказать, что каждый из вас имеет определенное влияние на тех людей, которые находятся рядом с ним. То есть это ваши родные, это ваши близкие. И во многом от того, что вы говорите на кухне за вечерним чаем, и зависит то мнение о происходящих переменах, которое складывается у молодежи, у возрастных людей. А ведь именно они у нас сейчас оказались в зоне риска, в зоне особого пристального внимания, потому что отличить фейковую информацию от правдивой способны мы с вами, взрослые люди, работающие, держащие руку на пульсе, да, нашей планеты. Конечно, есть категории, которым это сделать сложно. Поэтому нужно помогать, и я думаю, что всем миром, объединившись, консолидировав наши усилия, кто как может, кто-то гуманитарной помощью, кто-то просто проведя определенный разговор, определенную беседу, мы сможем сделать так, что мир будет мирным. Я намеренно говорю, используя тавтологию, и на этой карте мира будет совершенно независимая страна Россия. Наталья Альбертовна, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в работе. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.